Добрый пятничный вечер. В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Пятничный выпуск по традиции открываем пятничными новостями. Чайки, которые были якобы парализованы на реке Тюкян Верхневилюйского района, были пьяны. Напомним, 11 августа в социальных сетях распространилось видео, на котором птицы не могли взлететь. Для выяснения причин на место выезжали экологи. Информацию о гибели птиц они не подтвердили. Как сообщил глава Минэкологии региона Сахамин Афанасьев, чайки просто улетели. Скорее всего, кто-то накормил их хлебом с алкоголем, поэтому они утратили способность летать. Двое жителей села Улахан-Кёль Верхоянского района пропали при невыясненных обстоятельствах. Как сообщили в администрации района, обнаружили пропажу соседей. По их словам, календарь в их доме не велся с 11 августа. Домашний скот, собака – все осталось нетронутым. Рядом с озером в местности Эбея нашли одежду одного из пропавших. Предположительно, он утонул, когда рыбачил. Поиски продолжаются силами односельчан и друзей. На рейсе из Москвы в Мирный произошел авиадебош. Как передает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте, пьяный 32-летний житель Москвы грубо нарушил общественный порядок. Он выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и провоцировал конфликт, а также не подчинился требованиям экипажа прекратить хулиганить. Прилетев в Мирный, буйный москвич продолжил хулиганить. В отделе полиции он даже ударил ногой сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело. Так вы в самолете там буянили, поэтому нас... Я в самолете буянил? Вызов Подожди-ка. Моя шапка, отдай шапку. Моя шапка, отдай шапку. Что тебе сказать? Где работаете? Где хочу, там и работаю. Чрезвычайные происшествия происходят не только в небе, но и на дорогах Мирного. За неделю тут зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий и выявлено 203 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 14 водителей. 13 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. 21 человек за управление автотранспортом с непристегнутыми ремнями. И 22 человека лишены права на управление транспортными средствами. Следственный комитет завершил расследование по делу народного депутата республики Николая Румянцева. Напомним, в сентябре прошлого года он сбил 3 мужчин на Намской трассе вблизи столицы республики. Один из них скончался на месте. Нардеп вину признал частично, однако утверждал, что за рулем сидел не он пьяный, а наоборот, пьяными были пострадавшие, которые вышли на дорогу. Однако следственными органами СК России по республике Саха-Якутия были собраны доказательства управления обвиняемым транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нахождения потерпевших в момент наезда на обочине дороги. В ходе следствия установлено, что с 2012 года в отношении депутата было составлено 7 протоколов об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, обвиняемый привлекался 30 раз к административной ответственности за превышение скорости. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передаче в суд для рассмотрения по существу. Ну а те, кто уже получил наказание и отбывает его на территории республики, собрали более 600 килограммов овощей. Как сообщает УФСИН, в Якутии в исправительных колониях номер 1, 3 и 6 и в колонии поселения номер 2 оборудовано 10 теплиц, в которых выращивают огурцы, помидоры и зелень. В каждой из теплиц трудоустроено по 2 заключенных. Выращенный урожай передается в столовые учреждений. Это позволяет разнообразить рацион питания осужденных, обеспечить их организм витаминами и укрепить иммунитет. Также овощи реализуются сторонним организациям. 5 человек пострадали и 1 погиб в результате взрыва на шахте в Ростовской области. По предварительным данным, взрыв произошел во время проходческих работ. Шахта Обуховская входит в состав украинского энергохолдинга ТЭК. Это уже 2-й инцидент в этом году на предприятиях холдинга, который находится в Ростовской области. Весной в еще одной шахте произошло обрушение, погиб рабочий. Режиссер Кирилл Серебренников по решению суда останется под домашним арестом еще в течение месяца.
Его свобода ограничена уже более года. Следствие подозревает его в хищении бюджетных средств. Серебренников и его защита называют обвинения лишенными каких-либо оснований, рассказывает Сергей Берец. Московский городской суд продлил срок домашнего ареста руководителя Гоголь-центра и 7-й студии Кирилла Серебренникова до 19 сентября. Режиссер был задержан в августе 2017 года по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Серебренников и его защита заявляют, что все деньги пошли на постановку спектаклей. В мае суд отклонил ходатайство режиссера разрешить ему работать в театре и пользоваться интернетом. Адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что будет подавать апелляцию. Мы считаем, что нет никаких оснований для того, чтобы держать Серебренникова под домашним арестом, тем более года. Он добавил, что рассчитывает на торжество разума. Серебренников называет дело против него и его коллег абсурдным, а материалы следствия, якобы изобличающие их, фальшивыми и подложными. В Оболонском суде Киева, где слушается дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, произошел скандал с рукоприкладством. Частного адвоката охрана не пускала в зал, а от защитника, назначенного государством, Янукович отказался, рассказывает Сергей Берец. Во время слушаний в Оболонском суде Киева дело о государственной измене Виктора Януковича охрана не пустила в зал частного адвоката бывшего президента Украины Виталия Сердюка. Янукович отказался от услуг выделенного ему бесплатного защитника Юрия Рябовола. По словам Сердюка, бывший глава государства ему не доверяет и считает, что тот будет действовать в интересах стороны обвинения. О недоверии Януковича бесплатному адвокату говорил и председательствующий Владислав Девятко. Он сказал также, что защитники пытаются сорвать процесс. Рябовол смог попасть в зал заседаний с помощью охраны. Сердюк вступил в перепалку с сотрудниками правоохранительных органов. Участники событий отталкивали друг друга. Частный адвокат кричал, что ему помяли документы. Прокурор Руслан Кравченко не сомневается в виновности бывшего главы государства. Моя сторона обвинувачення беззаперечно. Сторона обвинения беспрекословно пришла к выводу о том, что Янукович виновен в совершении государственной измены. Он виновен в умышленных действиях, направленных на ведение агрессивной войны совместно с Российской Федерацией против нашей страны. Адвокат Сердюк утверждает, что исход процесса предопределен. Для чего нужен госадвокат и для чего был устроен весь этот циничный цирк в судебном заседании? Только для того, чтобы он дал возможность Генеральной прокуратуре и суду вынести заранее согласованный, уже опубликованный приговор 4-му президенту Украины Виктору Федоровичу Януковичу. Заочный судебный процесс по делу Виктора Януковича начался в мае 2017 года. Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович находится в России и участвовал в слушаниях по видеосвязи. На этом пока все. Берегите себя и хороших выходных без чрезвычайных происшествий.